когда прощался, всегда он мне говорил «Биг Зур Рахмат». Куда же садится солнце? Жму. И кулак вот как Ротфронт. Самые модные рекламщики слоганов могут с уверенностью поставить на Роута. Его соратники и современники готовы вспоминать и разбирать его на цитаты, уверяя, он не стеснялся казаться тем, кем не был. Сам он называл себя скромно «слуга науки» и не любил говорить впустую. При удобном случае обрывал разговор, чтобы снова начать. Его знаменито «обрываем разговор». Он не заканчивал, он обрывал разговор, чтобы следующий разговор начать можно было с того же момента и в той же интонации, и в тех же тональностях. Так начиналась его монография по Герцену, которую он писал так же, как жил, страстно и искренне. О его любви к русскому публицисту-революционеру до сих пор слагают легенды. Мол, знаешь Герцена наизусть, добро пожаловать. Но самые близкие профессоры уверяют, это было не так. Это просто для того, чтобы, я сейчас это понимаю, такая мудрость преподавательская, что он просто хотел, чтобы почаще открывали учебники по истории журналистики. И любой повод для этого был хорош. Он Герцена очень любил, он к Герцену очень трепетно относился, но он никого не заставлял любить. Вот я как раз об этом и говорю. Его учитель его заставил сменить тему и писать о Белинском, хотя он хотел о Герцене. Так вот, он никогда так не поступал в отношении своих учеников. Он всем давал полную свободу. Каждый делал то, что он хотел. Я любил Пушкина, писал про Пушкина. И он точно так же воспринимал это все должно, как и про Герцена. Он признанный исследователь творчества российских публицистов, не только Александра Герцена, но и Николая Огарева, автор около 200 опубликованных научных работ, в том числе 6 монографий. Область его научных интересов начиналась от истории отечественной журналистики и продолжалась методологией исследования. Что мы построили? То ли, к чему стремились? Теми ли путями шли? Вот так начинается книга «Герцен и традиции вольной русской прессы». Казалось бы, книга посвящена истории журналистики, а первые абзацы уже говорят о том, что мысль его очень современна. Про него самого можно писать диссертации. Получилась бы сага о том, почему ученый в России больше, чем ученый. Исследователь проснулся в нем еще в детстве. Подростком он жил практически на берегу реки Казанки. И уже тогда задавался вопросом, куда же садится солнце. Еще мальчишкой переправился вечером на ту сторону Казанки. И бежал на заходящее солнце. Он был человеком очень азартным. Вот. Многие, может быть, этого не знают. Азартным был в спорте. Вот. Он прекрасно играл в бильярд. Изумительно играл в теннис. Вот. И он настолько азартно это делал, что когда собиралась публика, то есть было очень интересно наблюдать всегда за игрой. Вот. Соперника своего в теннисе он просто изматывал. Причем любил он как-то такую вот честную игру. Он начал работать в 16 лет, отучился на курсах экономистов и устроился на торфяное предприятие. Долго готовился к вступительным экзаменам в военной академии, но ни в одну не прошел по зрению. Сначала была армия, затем пединститут, где он издавал институтскую газету, а параллельно трудился рецензентом в Таткнигоиздате. Казанский университет был уже чуть позже, как и научный альманах «Тонус». О Герцене он говорил не просто публицист, хороший публицист, а гениальнейший, и не просто не гениальнейший, а наигениальнейший публицист. Болел, не болел, я говорю, как здоровье? На +5. 5 с плюсом, говорил. То есть вот был по жизни оптимистом. Где бы он ни стоял за кафедрой, сценарий везде был похожим. Весь урок мог состоять из обсуждения одной строчки, которую мусолили, кромсали на буквы, исследовали на молекулярном уровне. Непривычная история. Ни один профессор не выводил слова на уровень метафизики. Все это не плеяда, это поколение, многие поколения тех, кто сегодня трудится в медиапространстве. И все это ученики Рота. И что в этом смысле важно, никто из них, я никогда не слышал, ни от одного из них какое-то сомнение в том, что он выдающийся. Они все пишут слово «учитель» в контексте «род» с большой буквы. Вот
Это, с моей точки зрения, вот высшая награда, которая может быть у человека, завершившего свой жизненный путь в таком преклонном возрасте. И это гарантия как раз того, когда мы говорим, а есть ли бессмертие. Вот оно такое бывает. Последние годы он уже не преподавал, но до самого конца сохранил живой ум и ясную память. Время его щадило. В свои 90 он выглядел не просто бодро, а как живой пример того, как можно и нужно. Зеленый Бор, Волга, лодка, весла. Учеба нас грести, плавать. Каждое воскресенье, практически суббота, это мы жили на Большой Красной. Это катание на Казанке на лыжах, с гор и просто. Несмотря на все перипетии, он всегда был на нашей стороне. Уже по другую сторону, уже не его ученики Казанского университета сегодня и не подозревают, что говорят его словами, щеголяют его цитатами, читают его книги и продолжат изо дня в день входить в эту дверь и приходить сюда, туда, куда он уже никогда не придет. Вот не очень удачная концовка. Там слишком пространное предложение было употреблено. А надо было сказать: и на этом все. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.